Вопросы прав работников организаций и учреждений системы здравоохранения на безопасные условия труда были всегда актуальны, настолько, что производственный травматизм впору рассматривать как социальную проблему, требующую повышенного внимания. Так как от несчастного случая не застрахован никто, трудовому контингенту необходимо придерживаться основных определений и алгоритмов действий. Они должны в первую очередь способствовать качественному расследованию происшедшего с работником несчастного случая или профессионального заболевания. В первую очередь, если происходит на предприятии несчастный случай с тяжелым исходом, либо смертельным исходом, работодатель обязан сообщить по установленной форме извещения в Государственную инспекцию труда, Фонд социального страхования, в прокуратуру по месту происшествия, обязательно в профсоюзный орган и в местную администрацию о том, что у него в организации произошел несчастный случай, либо тяжелый, либо со смертельным исходом. Является он тяжелым или нет, это определят врачи. Сразу же направляется запрос в медицинское учреждение и формируется дальше комиссия. При таких обстоятельствах в силу вступает соответствующий федеральный закон об обязательном социальном страховании в части предоставления пострадавшему страховых выплат. Тут тоже, как объясняет лектор, есть свои нюансы и суммы компенсаций. Работодатель представляет Фонд социального страхования справку за 12 месяцев его заработной платы начислено. Имейте в виду, не та, которая к выплате, а начислена, то есть туда входит и налог подоходный. Сумма, естественно, будет чуть-чуть больше. За 12 месяцев, предшествующих несчастному случаю. Но бывает ситуация, когда работник в эти 12 месяцев был либо в отпуске, либо на больничном, либо брал отпуск без содержания, либо по уходу, но месяца не полные. Закон позволяет работнику заменить эти неполные месяцы полным месяцем из другого периода. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от несчастных случаев в настоящее время занимает 3-е место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По статистике Международной организации труда, каждые 3 минуты в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания в мире погибает 1 человек, а в каждую секунду 4 работающих травмируются. Нередко такие ситуации заканчиваются неисполнением работодателем своих обязанностей по трудовому законодательству. Чтобы оградить себя от таких последствий, первое, что необходимо сделать, устраиваясь на работу, заключить трудовой договор. Мы знаем, что бывают и смертельные случаи на производстве, тогда, где единственным там получается член семьи, который обеспечивает семью детей, остаются без соответствующих доходов. И в этом случае тоже государство обеспечивает оставшихся иждивенцев соответствующими гарантиями. И именно в этих целях, задумываясь об этом, нужно, чтобы отношения трудовые были именно основаны на законе в правовом поле. Расследование несчастных случаев, выплата компенсации и охрана труда. Эти вопросы в зале Государственной инспекции труда подняты не случайно. С текущего года в трудовом законодательстве произошел ряд изменений, в том числе в части возмещения вреда работникам при несчастных случаях на производстве. Этот семинар для студентов Назрановского аграрного техникума стал своего рода практикой, которая точно поможет им в будущем. Если есть практика, то легче усвоить материал по данной теме и лучше узнать их работу, как все работает, на чем все основано и так далее. Семинар для нас очень полезно, они учат нас, практикуют. Мы узнаем все новое, как работают эти организации, как нам работать в будущем. Впрочем, это не первый семинар-практикум студентов. Ребята систематически выезжают в различные организации для закрепления знаний, полученных на лекционных занятиях. Жардат Хулхоева, Магомед Дидигов, Новости 24.